Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутская природоохранная прокуратура нацелена на обеспечение охраны лесов и животных. Смена времени года способствует изменению насущных задач по охране природы. Немного времени остается до короткого, но жаркого якутского лета, опасного периода возникновения пожаров. Сегодня мы поговорим об ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Наш гость в студии Юрий Яхонтов, старший помощник якутского природоохранного прокурора. Юрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лесных пожаров было зарегистрировано за прошлый сезон? В пожароопасный сезон 2023 года на территории республики было зарегистрировано 889 лесных пожаров общей площадью 1 миллион 445 тысяч гектар. Из них, получается, 823 лесных пожара пришлось на земли лесного фонда, 63 на земли иных категорий и также 3 лесных пожара на земли особо охраняемых природных территорий. Сам пожароопасный сезон, он продлился 127 календарных дней и был установлен с 12 мая по 15 сентября 2023 года. При этом вводился также чрезвычайная ситуация, вводилась ситуация в лесах регионального характера, которая продлилась 65 календарных дней. При этом, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы также отметить, привести некую статистику по причинам возникновения лесных пожаров. Так, по данным Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, причинами возникновения лесных пожаров в 90% случаев явились сухие грозовые разряды. В остальных же случаях также остается это нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах, случаи повторного возгорания, ненадлежащая эксплуатация линии электропередач и, конечно же, не исключены были факты самовозгорания. А если мы говорим о, скажем так, нерадивости самих местных жителей, когда организовываются самостоятельные палы сельхозугодий, разрешено ли вообще это выжигание сухой травы сейчас или нет? Да, знаете, в настоящее время пал сухой растительности, он носит популярный массовый характер, и является распространенным среди населения методом очистки земли от прошлогодней растительности. Но между тем несанкционированный пал сухой растительности, он создает реальную угрозу причинения вреда, повреждения, уничтожения лесных насаждений, также угрозу жизни и здоровью людей, также объектам экономики и иным социальным объектам. При этом правилами противопожарного режима, а именно пунктом 185, проведение палов, выжигание, точнее, сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, оно запрещено. А как же различить несанкционированный и разрешенный сельхозпал? Правилами противопожарного режима, как раз-таки в пункте 186, оно устанавливает требования, которые необходимо соблюдать при проведении данного сельхозпала. Эти требования, они носят такой императивный характер, так скажем, и соблюдение этих правил обязательно при проведении пала сухой растительности. Понятно. Давайте теперь поговорим об ответственности, которую несут граждане, которые так нехорошо нарушают установленные правила. Действующим законодательством предусмотрено 3 вида ответственности за нарушение правил безопасности в лесах. Это гражданско-правовая, административная и уголовная. Прежде всего, виновники могут привлечь к административной ответственности, которая предусмотрена статьями 8.32, 20.4, 20.6 Кодекса административных правонарушений. Санкция этих статей, она предусматривает штрафы, начиная от 1500 и заканчивая 2 миллионами рублей. Если же ущерб, причиненный лесным пожаром, он составит 10 тысяч рублей или более, то виновник уже несет уголовную ответственность по части 1, части 2 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом считаю необходимым отметить и важно знать, что виновник, по причине которого произошло возгорание лесного массива, он также несет ответственность именно в части возмещения расходов, причиненные как лесному фонду, а также возмещения затрат государства, которые были потрачены на тушение и восстановление лесных насаждений.
Ущерб, он, получается, возмещается либо в добровольном порядке, либо уже принудительно в судебном. Хотелось бы привести некоторые примеры из Да, практики. пожалуйста. К примеру, вот в 2023 году в Среднеколымском районе местный житель, по вине которого произошло возгорание лесного массива на площади более 20 тысяч гектар, был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя обвиняемый был приговорен к 1 году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, судом также был взыскан ущерб, причиненный лесным пожаром, на сумму 700 тысяч рублей. Аналогичная ситуация была у нас, получается, в Вилюйском районе. Там по иску прокурора с местного жителя, по вине которого произошло возгорание лесного массива на площади 0,6 гектар, было взыскан судом ущерб на сумму 89 тысяч рублей. Кроме того, он также был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений. Ему был назначен административный штраф на сумму 5000 рублей. И немаловажное внимание уделяется также деятельности лесопользователей. Так, например, в Тампонском районе по иску прокурора с главного инженера угледобывающей организации был взыскан ущерб, который был причинен лесным пожаром, сумма которого составила 4 миллиона и 300 тысяч рублей. Так, виновным лицом была утверждена разрешительная документация на проведение взрывных работ, но, к сожалению, с нарушениями требований закона. И по результатам проведения данных взрывных работ был причинен ущерб, и что повлекло возгорание лесного массива на общую площадь более 11 тысяч гектар. Данное лицо было привлечено к уголовной ответственности по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но вот учитывая, что такие ситуации происходят, казалось бы, это может послужить уроком для других граждан, но тем не менее все-таки привлекают людей к ответственности. Да, к сожалению. А вот когда случается у нас в регионе режим ЧС, объявляются из-за повышенного класса пожарной опасности, появляются и правила для тех, кто находится в лесу, что им либо нельзя заходить в лесной массив, либо нельзя что-то делать. Вот напомните, пожалуйста, об этих. В случае, если введен особый противопожарный режим, то посещение лесов, оно категорически запрещено, вплоть до его отмены. Правилами противопожарного режима, а также правилами безопасности в лесах предусмотрены нормы поведения в лесу, согласно которым, получается, в лесу, а также на примыкаемых к нему территориях гражданам запрещается это, во-первых, конечно же, разводить костры в хвойных молодняках под кронами деревьев, на участках поврежденного леса, торфяниках, в неочищенных местах рубок, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Также бросать горящие спички, окурки, горячую золу. Эксплуатировать транспортные средства с неисправной системой работы двигателя, оставлять промасленные или пропитанные маслом иными горючими веществами материалы в лесу, и также бросать стекло, то есть стеклянные бутылки, банки и так далее, во избежание эффекта линзы. Аналогичные запреты, они установлены для собственников частных домовладений, земельных участков, которым также запрещено разводить костры, сжигать траву, но при этом они обязаны своевременно скашивать эту траву, а также убирать мусор на своих земельных участках. А какие у лесопользователей есть обязанности на этот счет по подготовке к пожароопасному сезону? В силу положений статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение лесных пожаров, оно включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. В том числе имеются данные мероприятия, они могут включать в себя, например, это строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, которые как раз-таки и предназначены в целях охраны лесов от пожаров. Также это уже может быть строительство, реконструкция, эксплуатация посадочных площадок, которые предназначены для вертолетов, самолетов в ходе применения авиапатрулирования, авиационного мониторинга. Также обязательно это обустройство противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос,
устройства пожарных водоемов и подъездов как раз-таки к ним, к источникам противопожарного водоснабжения. Хотелось бы отметить, что осуществление противопожарных мероприятий на лесном участке, оно является публично-правовой обязанностью лесопользователя и определяется в соответствии с утвержденным проектом освоения лесов и положениями договора по аренде лесного участка. А вот если мы говорим о публично-правовом, то здесь могут ли принимать участие какие-то волонтеры, которые также не безразлично относятся к тем, что происходит у нас в лесах и в республике в целом? Да, они могут принимать участие, но не, как сказать, но не в период, например, чрезвычайной ситуации в лесах, да, а просто как в рамках профилактических мероприятий, да, подготовки к пожароопасному сезону, то, конечно, на территориях населенных пунктов множеством муниципальных районов проводятся такие мероприятия, акции, да, по уборке порубочных каких-то остатков, мусора и так далее. Это, конечно, приветствуется. Но ответственность они будут точно так же нести. Не может же быть такого, что профилактическая работа была проведена плохо. Это все зависит от того, как человек относится к тому, на какой территории он проживает. Нет, это я сейчас приводил пример именно по землям населенных пунктов. Ага. Да? А что касаемо именно лесопользователей, то это им по договору аренды лесного участка дается в зону их ответственности лесной участок. И согласно требованиям лесного законодательства, вот, правилам пожарной безопасности и противопожарного режима, на них возлагаются обязанности по ежегодной уборке, подготовке вот всех этих противопожарных мероприятий. Это их обязанность. И, Юрий Игоревич, в начале нашей беседы вы сказали, что основная причина возникновения лесных пожаров – это сухие грозы, понятно. А если мы говорим о виновниках, и в качестве виновника выступает человек, все-таки кто он? Ну, анализ последних 3 лет, он показал, что лесные пожары происходят, как правило, по вине одних и тех же категорий граждан. Это виновниками лесных пожаров часто становятся охотники, рыбаки, фермеры, пользователи и также владельцы сельскохозяйственных, в том числе сенокосных угодий, сжигающие порубочные остатки вальщики леса и также сжигающие мусорограждане. К примеру, хотелось бы привести случай. Виновником вот лесного пожара, который был зарегистрирован 1 июня 2023 года в Верхоянском районе, стал пенсионер, который допустил неосторожность при курении. И нередко природные пожары, они возникают при сжигании порубочных остатков. И, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться вот ко всем названным категориям граждан о том, чтобы они были предельно внимательными, предельно аккуратными, и не допускали нарушений требований противопожарного режима, правил безопасности в лесах и не становились виновниками лесных пожаров. Я думаю, что все эти рекомендации будут взяты во внимание. Юрий Игоревич, спасибо большое, что нашли для нас сегодня время. Большое вам спасибо также за содержательную беседу. Я думаю, многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.